Белогородский в энциклопедии Русской Америки. Михаил, когда вы родились, в каком городе, несколько слов вот о начале этого тяжелого трудового жизненного пути. Родился я в Симферополе в 83 году, жил там до 11 лет, в 95-м мы уехали, через Петербург приехали в Америку, я приехал с мамой и бабушкой, папа остался на Украине и потом уехал в Германию. Приехали мы, я пошел здесь в среднюю школу. В Нью-Йорке? Да, в Нью-Йорке. Пошел в среднюю школу, там был в русском классе, было много русских друзей, с английским было трудно. Потом пошел в американский класс. Даже в школе было с английским трудно? Да. Все говорили по-русски? Все говорили по-русски, в том-то и Сколько дело. же было в классе учеников? 35, все русские, учительница русская. Это в Бруклине? Это в Бруклине, Сетлоу, да. Сетлоу школа называется. Мы думали, что нам помогает, но оно не сильно помогало, но все-таки вышли из этого класса, какой-то левел английского нашли для коммуникального образования дальше, и пошли в американский класс, и там я уже начал. Это уже в high school? Но это уже в 8 классе. В 6 и 7 я был в русском классе, а в конце 7 я пошел в американский. И в 8 классе я уже был с американцами, у меня были американские друзья, и потом начал... А как это возможно? 6 и 7 класс в американской школе и преподаватель русский язык преподает? Ну вот так вот было. То есть все предметы у вас были по-русски? Все предметы были по-русски с переводом. Да, но математика там была по-русски, да. Это очень необычно. Или это обычно для Бруклина? Я не знаю, как сейчас, но мне кажется, что отменили это. Отменили, сейчас уже стараются. То есть это нельзя ведь сказать, что это пошло на пользу? Жить-то потом в Америке, говорить по-английски? Это помогло, когда мы первые дни приехали. Да, помогло ассимилироваться в школу, в американскую школу. Но долго это не помогало. То есть были там у нас студенты, которые были там по 2 года в этом классе, и это, конечно, не помогало. Кстати, вот поскольку мы заговорили о Бруклине, о школах, высокий уровень хулиганов, хулиганства, бандитизма? Нет, я бы не сказал. В школе нет, да? Сказать, чтобы студенты страдают из-за этого, нет. То есть, да, хулиганы тоже учатся и ходят в школу, но большинство бандитизма происходит после учения. Вы закончили школу в Бруклине. Дальше? Потом я поступил в колледж, John Jay College of Criminal Justice. Это одна из самых лучших школ криминологии в стране, в Манхэттене. Это университет города Нью-Йорка. Проучился там я 4 года и поступил в полицейскую академию. А почему именно этот путь вы выбрали? Раньше я хотел пойти в ФБР, я знал, что мне такой путь нравится, я хотел что-то иметь с law enforcement community, но я не был уверен, в какое агентство, в какое управление я бы хотел поступить. Когда я пошел в John Jay College, я там взял пару предметов, я больше узнал про ФБР, про штатные управления, городские управления, повстречался с агентами ФБР, с нью-йоркской полицией. Я подрабатывал в городской полиции 2 года, когда я был в университете. Они мне даже за это заплатили, за колледж, за университет последние 2 года. И решил, что полиция хотя бы для начала для меня. А почему, на ваш взгляд, люди идут в полицейские? Вот существует несколько мнений. Допустим, человек, имея власть, которая обеспечивает ему государство, это уже зависит от внутренних желание человека, он чувствует, что он сильный, он может приказывать, он может наказывать и так далее. Есть люди, которые идут, потому что они хотят порядок навести на улицах, допустим. Есть люди, которые говорят, неплохие зарплаты, потом хорошие бенефиты и так далее. Ну вот я перечислил несколько. Все это возможно, я понимаю. Но на ваш взгляд, одна из главных причин, почему вот люди вашего круга идут в полицию? Чтобы помогать людям. То есть это реально вот такая гуманная идея? Да, да.
Работа в полиции дает очень большое право помогать людям, помогать пострадавшим в преступлении, не обязательно в преступлении, домашние сборы, может быть, авария случилась. И можно каждый день идти домой, зная, что ты сегодня кому-то что-то сделал хорошее. А вот среди полицейских насколько дружественные отношения существуют? Раньше, когда были все итальянцы и ирландцы, дружба была получше. Сейчас в нью-йоркской полиции все национальности, которые вы найдете в Нью-Йорке, и, конечно, не все с друг другом дружат, как это было раньше, но дружат, я бы сказал, что проблем нету. Сколько вы работаете в полиции уже? Я уже 9-й год. Вы поднимаетесь, карьерный рост существует у вас? Да, конечно. Звание? Да. Кто вы теперь, в каком звании? Я сейчас офицер, но я уже прошел тест на сержанта. Офицер — это у нас самый первый ранг, и где-то в течение полгода я стану сержантом. А, кстати, многие русские ведь они считают, что офицер — это и есть офицер. Да. Вот, то есть это на самом деле рядовой полиции? Да. Офицер? Да, да. Если мы говорим о вас, то не существует ли в вашем окружении, опять-таки, ведь разные люди есть, ну вот пошел в полицейские. В России, кстати, это не всегда хорошая характеристика, поскольку в милиции многие люди берут взятки, мы прекрасно знаем, есть масса анекдотов на эту тему, сколько дорожная полиция, просто они этим зарабатывают, их зарплату можно не считать, поскольку все, что они зарабатывают, это то, что они забирают у водителей на дорогах. Да. Насколько вот в данном случае, на ваш взгляд, уважение к полицейским — это раз. И второе, насколько возможно полицейскому здесь быть в чем-то похожим на, допустим, милиционера в России? Ну, Дают ему такую возможность? вы имеете в виду быть... Взятки брать и так далее? Нет, здесь просто в полицейской культуре это уже как бы умерло. 30 лет назад, да, но сейчас это просто как бы нереально. То, что ты можешь потерять, свои социальные льготы, пенсию, работу, карьеру, пол своей жизни, которую ты начал как бы в одну сторону, это просто стоит миллионы, понимаете? То есть за красный свет тебе никто не даст взятку миллиона, понимаете? А там $500 или как там расплачиваются в Советском Союзе, все как бы по достаточной мелочи. Здесь это просто уже нереально, никто даже не думает. При том же, да, если кто-то попробует дать полицейскому взятку, то этот арест за то, что ты пытаешься дать нам взятку, это очень хорошо выглядит для твоей карьеры. И тебе это только будет хуже. Так что... То есть получается, что здесь созданы такие условия, что ты теряешь свое будущее, да, если тебя поймают. Да. А какова вероятность того, что поймают? Существуют ли проверки вот в данном случае полицейских на то, что взятки там и так далее? Да, у нас очень в полиции города Нью-Йорка, например, самая сильная внутренняя служба. Там почти 1000 человек, сержантов, лейтенантов, которые смотрят вот за таким. И они очень бы хотели бы найти того полицейского, который берет взятку. Так что они делают всякие подставки, просто посмотреть, как ты себя ведешь. Они бывают, сами арестовывают криминалов, узнать, если они кого-то знают из полиции, кто берет взятки. То есть столько разных программ, секретных программ, по которым они делают нам как бы барьеры, чтобы вообще никакого не было даже мысли это. И мы про это знаем, и мы это уважаем, и мысли даже нет уже. Ну вот была песня «Наша служба и опасна, и трудна». Был такой сериал в Советском Союзе. Насколько опасно быть в Нью-Йорке полицейским? Ну, это в Нью-Йорке, я бы не сказал, что самая опасная полиция в Америке, но в этом году, например, конечно, была одна смерть полицейского
в городе Нью-Йорке. Это было не очень умысленно, как, например, когда стрельба Руслана Тимошенко, например. Но все-таки унижается преступность против полиции, но Уменьшается. уменьшается, да. Да. Когда мы говорим о том, что полицейский должен быть сдержан и так далее, возникает у вас вообще желание иногда во время ареста, там, когда вам хамят и так далее, вот, ответить как-то по-человечески, по-мужски? У меня, честно, редко. Я довольно, даже я бы сказал, слишком терпеливый. Но у многих, да, у многих такое желание есть. И иногда получается это желание реализовать? Ну, если ты с кем-то борешься, например, то ты имеешь право пользовать свою физическую силу. Оружие не имеешь пользовать, но физическую силу, да. Но как только он в наручниках, все. Полицейский — это профессия. А что у вас в жизни, вот кроме того, что нужно выходить на работу? Я так понимаю, что вот вы мне только что рассказывали перед тем, как вот в это интервью войти, вы говорили о том, что если уже арест получается, то потом можно сидеть часами, поскольку судья должен вынести какое-то решение, то есть это уже то, что называется сверхурочный, овертайм, то есть вы не всегда принадлежите себе. Как ваша жизнь складывается вне вашей работы? В Бруклине арест, например, это очень долгий процесс. Он должен полностью пройти через прокуратуру, должен пройти через первый осмотр прокурора. И они очень часто меняют обвинения, унижают обвинения, уменьшают, да, против преступника, бывают даже повышают иногда. Получается, что вы от себя не зависите, ваша смена закончилась, а вы еще сидите до ночи. Если арест, то ты должен сидеть до того, как прокурор закончил арест. Есть ли у вас какое-то хобби, вообще чем вы интересуетесь в жизни, кроме работы? Ну, у меня, я представляю Ассоциацию русскоязычных офицеров, я участвую в движении «Мир без нацизма», я очень много разных еще вещей делаю, которые забирают много времени из моей персональной жизни, которые моя жена уже не сильно уважает, как она раньше. Полицейские, они пьют? Ну, они как люди. Что вы любите, какие напитки? Я не сильно пьющий, я люблю чуть-чуть пива и чуть-чуть какие-то там миксы. Вы боксер? Нет. Ну так, нос у вас такой, как боксерский. Нет, это операция была, перегородка была переправлена. Сколько отдых у полицейского, отпуск? В Нью-Йорке у нас после 5,5 лет стажа 27 рабочих дней. Как вы их проводите обычно? Я люблю уезжать из города. Вообще out of state или... Да, out of state. В Европу? В Пенсильванию, в Нью-Джерси, в Коннектикут, в Вермонт. В Европу не ездите? В Европу я с другом ездил только когда движение «Мир без нацизма». В Доминикан Репаблик, в Джамайку, в Мексику. Это отдых? Да. Большое спасибо за интервью. Мы желаем вам и хорошей работы. Вот главное, действительно, чтобы это все было как можно безопаснее, не только для вас, но и для всех, для нас. И хорошего отдыха. Спасибо.